За последние полгода в поселке Чульман сложилась сложная ситуация с пострадавшими от пожаров и обрушившихся домов. Людей не могут расселить во временное жилье. О том, как решается данная проблема сегодня, расскажет наш корреспондент Надежда Акимова. При трагических обстоятельствах без крыши над головой в Чульмане за полгода осталось около 80 семей. Маневренный фонд в поселке отсутствует, и расселить администрация пострадавших не может. Своими силами муниципалитет решить проблему не смог. Поэтому к решению данного вопроса подключилось правительство республики. До 2016 года было принято решение реконструировать каменную постройку детского сада «Гномик» в малосемейное общежитие. В маневренный фонд, в который будут переселяться жители, будет каменный. Предполагаемый эскизный проект это будет типа малосемейки. Реконструкция детского сада решит только часть проблемы, ведь сегодня в поселении более 300 домов деревянного жилого фонда в аварийном состоянии. В весеннее время сваи не выдерживают, рушатся дома. Из-за неисправной проводки происходит возгорание, которые приводят к пожарам. Многие дома не вошли в программу переселения, и именно поэтому администрация может выделить пострадавшим только временное жилье в аварийном фонде. На сегодняшний день в нашей республике отсутствует механизм для переселения пострадавших людей во время пожаров тех домов, которые не вошли в программу переселения. По закону муниципалитет обязан выделить 6 квадратных метров на одного человека семьи для временного размещения. Жителям поселка тех домов, которые не попали в программу переселения до 2017 года, не стоит надеяться на получение новой жилплощади. Нарушение техники безопасности – одна из тех причин, по которых горят дома. Поэтому жителям стоит задуматься о том, чтобы поберечь свое жилье и не нарушать правил противопожарной безопасности. Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК «Саха», Нерюнгри.